Сегодня в Египте стартует чемпионат мира по гандболу среди мужских команд. Сборная России из-за санкций антидопингового агентства будет выступать в нейтральной форме и под названием «Команда Федерации гандбола России». Помимо этого, россияне вместо национального флага будут вынуждены использовать флаг Федерации гандбола страны. Также запрещено использование российского гимна. Напомним, команда России выступит в группе H вместе со сборными Южной Кореи, Белоруссии и Словении. В своем стартовом матче россияне сыграет с корейцами. Встреча пройдет завтра. Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинальном матче турнира женской теннисной ассоциации. Соревнования проходят в Абу-Даби. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-4. Российская теннисистка впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA. В решающем матче ей будет противостоять представительница Белоруссии Арина Соболенко. Кудерметова в данный момент занимает 46-е место в рейтинге ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» является выход в третий круг открытого чемпионата Франции. Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место на этапе Кубка мира в параллельном слаломе. Турнир проходит в Австрии. В финальном заезде он уступил итальянцу Аарону Марчи. На пьедестал почета мог подняться еще один россиянин, однако Игорь Слуев в борьбе за бронзу уступил австрийцу Андреасу Промеггеру. Золото в копилку российской команды принесла София Надыршина, выступавшая в этой же дисциплине. В финале она оказалась сильнее представительницы Германии Хейенны Лох. Этап Кубка мира в Австрии завершится сегодня. Петербургский СКА со счетом 3-1 обыграл Сочи в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В составе победителей взятие ворот провели Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко и Андрей Кузьменко. Единственную шайбу гостей забросил Сергей Шмелев. Эта встреча для команд стала четвертой в текущем сезоне. Во всех предыдущих играх победу также праздновал петербургский клуб. Сейчас он занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка. Сочи идет 10-м, имея на счету 30 баллов. В следующем матче СКА в гостях сойдется с ЦСКА, а Сочи дома примет Подольский «Витязь». Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне успешно выступили на чемпионате Белоруссии по вольной борьбе, который прошел в Минске. В активе якутян 2 золотые и 1 бронзовая медали. Награду высшего достоинства завоевал Ариян Тютрин, выступавший в весовой категории до 57 килограммов. В финале он выиграл у Дмитрия Шамела со счетом 5-0. В весе до 65 килограммов чемпионом стал Ниргун Скрябин, в борьбе за золото победивший Анатолия Громыка со счетом 10-0. В этой же категории Андрей Бекренев стал обладателем бронзовой награды. В малом финале якутянин со счетом 7-0 выиграл у Егора Удовикова. Толкатель ядра Максим Афонин выиграл первый старт зимнего сезона. Как сообщает «Спорт Якутии», воспитанник заслуженного тренера России Николай Колодков зашел на высшую ступень пьедестала Рождественского Кубка Москвы. В финальной попытке он забросил снаряд на 20,1 метра. Напомним, Максим Афонин является мастером спорта международного класса, неоднократным победителем и призером чемпионатов России. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!